Паводковая ситуация в Республике Тыва и Горном Алтае на этой неделе интересует не только региональные средства массовой информации. Громкие заголовки в медиаизданиях, таких как «Федерал Пресс», «Московский комсомолец» и «Коммерсант», говорят сами за себя. Тува и Горный Алтай уходят под воду, затоплены дома и дороги. Тревожные сообщения из отдаленных районов Тувы о недружелюбно настроенной стихии стали поступать вечером 8 июня. Окрестности села Шуй Байтайгинского района республики. Вот так выглядит река Барлык в спокойном состоянии, рваными краями берега напоминая людям, чем может обернуться отсутствие плотины, которую проектируют уже несколько лет. Этим кадром ровно год. Тогда председатель села Андрей Карадангак рассказал нашей съемочной группе о сильном паводке 2020 года. Прорыв дамбы был в 2020 году, где-то в середине июля. Тогда дождь лил 3 дня, шел беспрерывно. Потом дамбу совсем снесло. На расстоянии 200 метров все разнесло. Сразу же вода пошла в наш Сумон. Сами мы, конечно, в первый раз для начала канаву выкопали своими руками, машинами, тракторами. Сами переделывали дамбу своими силами. И в конце с Кызыла приехали работники компании ООО «Восток» с техникой и помогли нам. Если бы еще один день шел дождь, все село смыло бы водой. А это уже июнь 2023-го. 3 года спустя, как и в то сложное для Шуя время, сельчане укрепляют остатки разрушенной дамбы при помощи частной спецтехники и КАМАЗа поселковой администрации. Как нам пояснил один из строителей-добровольцев в телефонном разговоре, опасность подтопления небольшая, но жители решили перестраховаться. Вода в этом Барлык нормально там. Вот тогда когда мы укрепляли дамбу, вот тогда поднималась. А сейчас нормально. А вот река Хемчик вот прям сильно прям поднялась. Сетевое информационное агентство Тува Онлайн со ссылкой на правительство региона сообщает, что на место будет направлена тяжелая техника для необходимой подсыпки. Такое поручение сделал глава республики Владислав Хавалык на прошедшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Особое внимание на совещании было приковано к ситуации в селе Ишкин Сутхольского района, где в результате сочетания проливных дождей и спуска воды с горной местности произошло подтопление 75 жилых домов с приусадебными участками. Подтопленными в том числе оказались и посевы жителей и хозяйства Сутхольского района. На этих кадрах видно, как крупнорогатый скот пытается преодолеть разлившуюся реку. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тыве, ситуация на контроле у руководства ведомства. Паводковая обстановка находится на контроле начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва. Барунхемчикский и Байтайгинский районы направлена оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления, которая оснащена всем необходимым оборудованием для оказания помощи населению. А всего сил и средств привлечено в данных районах 75 человек и 15 единиц техники. Из них от МЧС России 39 человек и 6 единиц техники. Паводковая ситуация затронула также автодороги республики. Местами произошло размытие проезжих частей и подъездов к мостовым сооружениям. В ночь на 13 июня в социальных сетях появились кадры частично разрушенного моста на 61-м километре трассы Абакан-Агдавурак. Региональные власти сообщают, проезд по автодороге, связывающей Хакасию и Тыву, временно ограничен. Объезд возможен только через город Кызыл. На месте происшествия работают специальные службы. На данный момент Главное управление МЧС Российской Федерации по Тыве информирует население о погодных условиях на текущие сутки. Но, как видно из сообщения, погода оставляет желать лучшего. Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует ухудшение метеоситуации. И на 15-16 июня это периодный прогноз. Также он по республике. Мы ожидаем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью плюс 2,7, а температура днем 15 июня 18-23 градуса и 16 июня 20-25 градусов. Как-то в целом такая не очень благоприятная картина, особенно что касается ветра и дождей. Синоптики также отмечают, что сильный порыв ветра усложняет более точный прогноз географии осадков. Мы получили информацию за прошедшие сутки, и по ней видно, что у нас осадки прошли опять по западу. Это в Теле выпало 9 миллиметров осадков и в Чидане 5. По восточным районам там более-менее мало осадков прошло. Но сейчас в настоящий момент также прогнозируются осадки по западу и по востоку преимущественно. А где конкретно и в каком количестве они выпадут, это уже будем смотреть по факту, потому что если мы ожидаем ветер, то с таким порывом, то осадки могут выпасть где угодно и в каком количестве.
потому что ветер мы ожидаем сильный. Неблагоприятный погодный прогноз держит в режиме повышенной готовности все ответственные службы и ведомства. Мы же будем следить за тем, как развиваются события. Александр Петрушин, Марат Анмакей, 108 канал.